Причем мы говорили о ситуации и договорились убежденно с обеих сторон, что никакого силового решения эта ситуация не требует. Что все вопросы политические и военного вмешательства здесь нет. Грачев заверил, что он убедит, что он сам убедился после нашей встречи, поблагодарил меня о том, что я прибыл, встретился. Значит, ни одного неясного вопроса между нами не осталось, что он убедит Ельцина, что этот вопрос может быть решен только не силовым методом, а политическим методом. Никакого силового решения, ничто здесь не требуется. Потом журналистам он заявил об этом же, но я внутренне чувствуя, что политическое руководство, которое спланировало столь циничную программу и действует по ней, Грачеву не дадут провести его намерение без конфликта вооруженного на политическом уровне решить этот вопрос. И многотысячной массе, которая стояла на улице, я из себя выдавил. Договорились, что все решим миром. Знаю, что и чувствую, что миром там все-таки решать не будут. Я убежден, что Грачев не так испорчен, как генерал и офицер, и не так испачкан, как его испачкали политические авантюристы. Убежден также, что Ельцина он убеждал, что не требуется здесь никакого военного решения, что с Дудаевым можно все вопросы решить с полным интересом и пониманием на политическом уровне и с правительством Чеченской Республики. Я знаю, что он встречался один на один с Ельциным, убеждал, но пошли политические авантюристы убеждать Ельцина с другой стороны. Егоров, Степашин, главные идеологи Шахрай, Ерин, Сосковец и прочий Лобов, так называемый Совет опасности. Конечно, их больше, и они убедили Ельцина в другом. Ельцин неоднократно на весь мир заявляет: я отдал приказ как верховный главнокомандующий прекратить бомбардировки и так далее. И именно после его приказа дальняя авиация самыми мощными обычными средствами поражения начинает ковровые бомбометания сносить жилые кварталы и все живое на всей территории. Один раз, второй раз. Черномырдин принимает решение, с нашей делегацией договаривается, обговаривает условия, начало переговоров. Военные отказываются ехать, выполнять его распоряжение. Наверное, на нашем поколении мы помним, как выдумали миф о сицилийской мафии. Сицилийская мафия, и все списывалось на сицилийскую мафию. Все зло. Он наел оскомину, на Западе быстро отказались, до нас она еще, до советского человека, не очень-то прижилась, поскольку были изолированы от мира. Тут же быстро состряпали еврейский сионизм. И вот на этом мифе делалось все зло над человечеством. И были всегда мальчики для питья, бей евреев. Во всем виноваты евреи. Еврейский сионизм. Списывалось на него. Он тоже наел оскомину. Его бы и продолжать были желающие, но евреи окрепли. С ними шутки уже плохо в мире. Большой капитал в руках, средства массовой информации. Веками вот этот вот несправедливый, насильственный механизм уничтожения народа, целого, нации, выработал в них стоическую, иммунитет, который всегда имел возможность противостоять. Теперь надо было выдумать новый миф, поскольку евреи бьют очень больно, и могут бить, и есть в руках чем бить.
надо было выдумать чеченскую мафию. Ее начали стряпать лихорадочно на замену еврейскому сионизму. Начиналась сначала перестройки. С 1986 года уже пошла пропаганда. В 1987 уже первые массовые публикации в средствах массовой информации. Чеченская мафия, чеченский рекет, вот беды всех советских людей и всего мира. А газета «Гласность» откровенно в 1989 году уже свою программу партийная газета выдала, что дальше вот эта чеченская мафия будет основным критерием, значит, по которым будут мериться все зло, на которого списывать будут все негативное, что бы задумали в канцеляриях империи. Будут играть, значит, в переговоры начнут играть на уровне «идите договаривайтесь, переговаривайтесь с военными». Вместо того, чтобы решить на государственном уровне, кардинальное, радикальное решение принять, управлять процессом, вот они будут, вот давайте там с полевыми командирами, там с командирами частей на местах, пусть они между собой договорятся. И вот будут играть в эту игру и затягивать дальше. А чеченцы будут готовиться к весенне-летней кампании. Будут готовиться. В ближайший месяц будет вот такая вот возня. А чеченцы не будут сложа руки сидеть. Нам надо очищать землю. Нам надо перейти к созиданию и готовиться к длительной войне, которая может продлиться еще 50 лет. Эта война уже вышла за рамки узких пониманий, она уже идет далеко-далеко.